Прошли финалисты президентского конкурса МИКИН в области YouTube-блогер Доронбек Адаханов. Сначала я не планировала здесь оставаться, но как-то вот остров потихоньку, он как-то притягивает. И уже никуда не хочется уезжать. В самом деле он так успокаивает. Это солнце каждый день, море. То, что сюда приехали и здесь живете, не жалеете? Мне здесь нравится, что здесь очень низкий криминалитет. Здесь можно вообще не бояться за детей. Вот когда мы жили в Германии, вот там прожили 8 лет почти, там постоянно переживаешь за детей, думаешь, где они, что они, кто вот постоянно сидишь на телефоне. А здесь как-то вот спокойно, можно ребенка оставить где-то вечером, поздно вечером его забрать, и они сами добираются до дома. Кастрюлька долма, куча фруктов, лимонов, какой-то там компотик сделала мне, все, и стоит посуду мой. Снагинг-лист мы проводим, да, то есть вместе с клиентом приходим, он говорит, ну, например, вот это вот еще здесь. Есть всякие клиенты, прям вот немцы особенно они любят, чтобы все было тютелька в тютельку. Девочка у нас есть Аяна, кыргызская, знаете, да? Да. Вот мне очень нравится ее слушать. Ставьте цели и идите к ним вперед, больше ничего, абсолютно до конца. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана мен Доронбек Адаханов. Бүгүн биз Түндүк Кипр өлкөсүнүн борбору болгон Левкоша шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Деми Паша оглу болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Добрый вечер, дорогие наши телезрители. С вами снова проект «Мекендештер» и я, Доронбек Адаханов. Мы находимся в один из красивых мест мира, в Северном Кипре. Сегодняшний гость нашей передачи – наша соотечественница Деми Паша оглу. Не переключайтесь, все интересное впереди. Здравствуйте, Дамира. Здравствуйте. Специально проект «Мекендештер» приехал из Кыргызстана в Северный Кипр, чтобы снять о ваших успехах, о ваших достижениях. Спасибо. Для нашей передачи. Сразу же пусть будет такой первый вопрос. Вы сами откуда и как вы сюда приехали, с чего все началось? Расскажите о себе. В двух словах, я родилась в Бишкеке, выросла в образовании, закончила инфак, ГНУ. Потом я уехала учиться в Лондон, делала магистратуру по оценке недвижимости и права. Потом я вышла замуж, и вот первый муж меня сюда на Кипр заманил. Сначала я не планировала здесь оставаться, но как-то вот остров потихоньку, он как-то притягивает. И уже никуда не хочется уезжать. В самом деле он так успокаивает. Это солнце каждый день, море. Люди очень спокойные. Вот. И как-то вот остров, он меня так вот и заманил. Это было 23 года назад. Потом я начала работать в британской компании по недвижимости. Ну, когда вот так вот и остались мы здесь. А вообще для жизни какие здесь условия? Чем они отличаются от других стран? Да? Те же законы, налоги и так далее, страховки, медицина. Да, все это есть. Есть частные клиники, есть государственные больницы. Понятно, что они бесплатные, ну или очень недорогие. И клиники даже частные, они по европейским стандартам очень недорогие. Сюда очень многие клиенты приезжают из Англии, из Германии. У нас клиенты в основном немцы, британцы. И поэтому у нас очень много клиентов, которые приезжают сюда. И надо сначала просто отдохнуть, потом здесь начинает нравиться, и они купим мы что-нибудь. Здесь по европейским стандартам здесь очень недорого. Понятно. То, что сюда приехали и здесь живете, не жалеете? Мне здесь нравится, что здесь очень низкий криминалитет. Здесь можно вообще не бояться за детей. Вот когда мы жили в Германии, вот там прожили 8 лет почти, там постоянно переживаешь за детей, думаешь, где они, что они, кто, вот постоянно сидишь на телефоне, боишься. А здесь как-то вот спокойно, можно ребенка оставить где-то вечером, поздно вечером его забрать, и они сами добираются до дома. Но в этом плане очень хорошо, очень низкий уровень криминальности, поэтому в этом плане. И понятно, что утром просыпаешься, у тебя вот море, зеленые холмы, горы,
Пахнет апельсинами, цветущие лимоны, вообще обалденный запах. Соседи тебя все, вокруг тебя все знают. Все говорят, Дэми, давно прожаловать, хошкельден. Вот, это, конечно, очень притягивает человека. Не жалеете, да? Вот прожив сколько лет, пройти столько дороги, да, имеете в виду, жизнь это как тоже, как говорится, учеба. Ты год за годом уже становишься более таким, узнаешь много, познаешь, видишь. Вы себя считаете счастливой женщиной? Я думаю, что да, абсолютно. Бог дал хорошую семью, дети здоровые, крепкие, умнички, активные очень. Иногда мне вот, на цыпочках иногда могут держать маму, но семья мужа тоже очень поддерживает меня во всех отношениях. Вот, не знаю, об этом нужно говорить или нет, но, например, недавно я немножко приболела, и свекровь, я ей позвонила, говорю, передайте, пожалуйста, фрукты там с ее сада. Она через час приезжает ко мне домой, там, кастрюлька супа, кастрюлька долма, куча фруктов, лимонов, какой-то там компотик сделала мне, все, и стоит посуду моет. Ну, то есть в Кыргызстане такого не увидишь. Я не думаю не только не в Кыргызстане, во многих странах. Тогда, может быть, даже не здесь не увидишь. Просто вот мне очень повезло и с семьей, и с друзьями, и с окружением. Уже со всеми, с юридическими компаниями, со строительными компаниями, со всеми секторами у меня хорошие связи. Банк для меня может открыть там банк вечером. Когда нужно открыть счет, например, клиенту, у меня был клиент из Германии, он мог только приехать в выходные, он юрист. Банк прислал мне в офис сотрудника, который в воскресенье подписал документы. То есть мы открыли счет. Ну, например, это далеко не каждый банк делает, непонятно, что не для каждого человека. Юристы у меня очень хорошие, которые помогают юридическое сопровождение по покупке недвижимости. То есть во всех отношениях у меня есть хорошая поддержка. А это дорогого стоит, конечно. В продолжение нашей беседы, Дамира, мы приехали к вам на работу. Ну, показывайте вашу работу, рассказывайте. Это вот компания Maximum Estates. Она была основана в 2009 году, еще до того, как мы ехали в Германию. Вот. Ну, пойдемте. Вот, да? Ознакомливайте. Да. Проходите. Это ваш офис. Это вот наш офис. Да. Здесь у нас сидит Ханс, он сейчас в Германии. У нас в компании 6 сотрудников. Вот Елена, она менеджер по продажам с русскоязычными клиентами. Да. Специально из Кыргызстана приехали проект Мекендештер снимать про нашу Дамирочку. Очень приятно. Добро пожаловать. Вот. Сколько у вас сотрудников здесь? 6 сотрудников, у нас 4 немца, 1 британец, и вот Елена, русскоязычная сотрудница у нас, менеджер. Пойдемте, присаживайтесь. Это ваше рабочее место, да? Да, немножечко тут у нас такой рабочий беспорядок, ну. Процесс Да, приятный, в процессе, полезный. да, полезно. Да. Для наших телезрителей очень интересно, вот вы как основатель компании в Кипре, расскажите о своей работе, это первое. И второе, я бы хотел услышать вообще, как сейчас рынок недвижимости растет в Кипре, да, и какие цены, и как могут, то есть граждане других стран приобрести здесь недвижимость, да, а также, ну, мы знаем, что многие получают там через приобретение ВНЖ и так далее, и так далее, ну, а также какие проценты, налоги от недвижимости. Хорошо. Коротко о компании. Компания была зарегистрирована в 2009 году здесь, еще до того, как мы уехали в Германию. В 2009 году мы были ориентированы на большинство на российский рынок, на СНГовский рынок русскоязычный. Мы были потом 7 лет в Германии, сейчас вернулись 3 года назад, и у нас сейчас больше ориентация идет на немецкий и британский рынок. У нас 4 немецких сотрудника в компании. Большинство покупателей и клиентов сейчас идут у нас из Германии, но последний год именно из Турции поехали инвесторы в основном, покупают под сдачу в аренду. Рынок недвижимости, он постоянно двигается, сами понимаете, он вверх и вниз, но долгосрочно он всегда идет вверх, знаете, да, ну, знакомый, да, то есть волнообразно, но тем не менее всегда вверх. Когда я только начинала заниматься недвижимостью здесь на Кипре,
22 года назад мы продавали 4-комнатную квартиру за 30 тысяч фунтов. 30 тысяч. Сейчас вот такую квартиру, чтобы купить, они где-то оцениваются 140, 160, 200 тысяч. То есть в несколько раз поднялась цена. Вот. По налогам иностранцы платят 12,5% в общей сложности, когда покупают недвижимость, 6% при регистрации договора покупки недвижимости в земельном кадастре, еще 0,5% в налоговую, потом при переводе титула на свое имя, земельного титула, они платят еще 6%. Если объект покупается у компании, строительной в основном компании, тогда платится еще и НДС. Ну и потом юридический расход там 1,5–2 тысячи. Это юрист ведет от начала до самого конца, до момента перевода титула на ваше имя. Вот, в принципе, процесс здесь очень простой, никаких ограничений у иностранцев не было до последнего года. В прошлом году из-за огромного наплыва покупателей из именно России, Украины, параллельно еще пошел очень большой интерес из Германии, из скандинавских стран, поэтому из-за этого огромного наплыва цены очень взлетели до такой степени, что местные уже не могли себе позволить покупать недвижимость буквально. И вот государство решило ограничивать вот такой вот спекуляцию, во-первых, решили приостановить, потому что были клиенты, которые покупали на котловане, скажем, на 30, 40, 50% ниже окончательной цены при получении ключа, и уже ближе к завершению строительства продавали там в разы дороже. Вот. Чтобы избежать этой спекуляции, государство ввело в прошлом году, в мае, новый закон, что иностранцы могут покупать один объект на человека. Но, тем не менее, вы можете оформить одну квартиру на Доронбеке, одну квартиру на вашу супругу, на маму. Первой степени родственники могут получить. И если вы покупаете какие-то большие объекты, скажем, да, то тогда 51%, скажем, например, хотите купить там, не знаю, многоквартирный дом, там 60 квартир или 10 квартир, тогда открывается компания, 51% принадлежит местному человеку. Раньше это могло быть физическое лицо, сейчас это должна быть зарегистрированная строительная компания. То есть уже законы немножечко стали подтягивать, чтобы не было предотвратить эту спекуляцию и взять под контроль рост цен. Могут ли наши кыргызстанцы обратиться за недвижимостью к вам, да, например, если они хотят купить? И как вас найти? Через Инстаграм-страницы или как? Через Инстаграм-страницы у нас есть в интернете и веб-сайт, через Facebook меня очень легко найти. Конечно, я буду рада помочь нашим соотечественникам. Здесь из Кыргызстана есть клиенты, которые покупают. Не так много, к сожалению. С Казахстана есть очень много клиентов. Конечно, они могут обращаться, я помогу всегда. Нужно четко понять, что нужно клиенту, какой у него бюджет, какие сроки ему нужно получить объект. Когда меня четко обозначат, я с удовольствием найду им все, что надо. У нас более 400 объектов на продажу сейчас. Мы работаем практически со всеми самыми старыми и новыми, и со всеми возможными застройщиками. У нас со всеми заключены договора. Я всех знаю их еще с тех пор, когда они только начинали. Они ездили на своих траках, приезжали пыльные со стройки. Сейчас у них уже команды, менеджеры. Они там уже сидят у себя, да, в кабинетах у них немножечко уже другое. Не все, конечно. Вот, поэтому мы, кстати, можем иногда, чаще всего получить более льготные условия, чем, скажем, большинство других, скажем, риэлторских компаний. Именно благодаря вот этим долгосрочным отношениям. Вот, я за это им очень признательна, конечно. Очень важно для инвесторов, ну и для покупателей тоже, наверное, безопасность, сохранность недвижимости или инвестиций в Кипр. Какие законы здесь? Законы, во-первых, обязательно вам нужно непременно работать с профессиональным риэлтором. Никогда не подписывайте договор где-то там в квартире или где-то там, я не знаю, где еще, в кафе, в ресторане. Такого не может быть вообще абсолютно. Мы работаем с... Во-первых, прежде чем мы берем объекты на продажу, мы заполняем все формуляры, подпись по цене.
У нас никогда не может быть там разности в ценах. Четко должна обозначена цена. И обязательно полный пакет документов. Компании, объекта, разрешение строительства. Все документы, пока мы не получим, мы не выставляем. Да. Есть очень много компаний, которые предлагают нам сотрудничество, но мы не со всеми работаем. Есть очень много компаний, которые сейчас вот пользуются этим бумом, привлеченные сюда бумом, они вкладывают. Я хочу посмотреть, закончат ли они, дадут ли титул, передадут ли ключи. Есть такие несколько компаний, которые очень... Ну, в Турции они, в принципе, хорошо, ну, судя по тому, что вот у них в онлайн, да, они довольно привлекательны, у них все, здесь у них прям все очень впечатляюще. Но я подумала, пусть сначала один объект закончат, потом посмотрим, потому что у нас достаточно объектов остальных, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Вот. По защите обязательно договор должен составить юрист. В присутствии юриста подписывается договор, никаких там третьих лиц, никаких там у риэлторов не подписывайте никогда. Это неправильно, это по закону не должен. Если говорить там, у нас в компании есть свой юрист, это неправильно. Это по закону Северного Кипра запрещено. Такой момент еще, потому что юрист, он обязательно зарегистрирует ваш контракт в земельном кадастре. С того момента, как контракт ваш зарегистрирован, вы являетесь юридическим собственником этой компании. Строитель не может ее перепродать уже, потому что там у вас уже в кадастре стоит обременение, которое вот на имя Доронбека, это квартира уже Доронбека. Но еще такой момент, что получить ключи, понятно. Никто не расскажет о человеке лучше, чем люди, с которыми он взаимодействует каждый день. Поэтому мы решили пообщаться с коллегой и мужем нашей героини. Меня зовут Елена. Я на острове уже почти 3 года. И все это время проводила в недвижимости, скажем так. Специально проект Мекендештер приехал из Кыргызстана снимать про нашу соотечественницу, про Дамиру. Я хотел бы такой вопрос задать. Вот вы давно с ней ее знаете, и сколько лет вместе работаете, и какая она вообще в работе? Ну, Деми я знаю уже достаточно давно. Я пока работала в другой компании, мы познакомились, и я узнала Деми с очень хорошей стороны, как ответственного человека, достаточно такого хорошего профессионала в своем слове. И поэтому я, не сомневаясь, пришла в эту компанию работать как сотрудник. Вот. На Деми можно полагаться, она всегда поможет, подскажет, то есть в любой ситуации. Если вам кому-то нужна помощь в выборе недвижимости, в каком-то юридическом вопросе, вы можете смело обращаться к Деми. Мы знаем, что вы из Казахстана, да? Да. Казахстан, Кыргызстан, да, близкие страны. Вы были в Кыргызстане? К сожалению, нет, но из-за близости менталитетов, то есть казахи, кыргызы, да, мне достаточно легко находить общий язык, и, наверное, поэтому Деми очень так близка мне. Мы рады вас видеть, доктор Бекербей. Специально проект Мекендештер из Кыргызстана приехала снимать про нашу соотечественницу Деми, которая уже долгое время проживает в Кипре. Я бы хотел задать такой вопрос. Давно ли вы здесь работаете? И расскажите о вашей профессии, а также как получилось, что вы познакомились с Деми? Böyle bir fırsatı bana verildiği için teşekkür ederim. Спасибо за эту такую возможность. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Benim adım Doktor Bekir Paşaoğlu. Во-первых, спасибо за предоставленную возможность и добро пожаловать к нам в клинику. Меня зовут доктор Бекир Пашаоğlu. Я главный врач британской клиники Колон. С Деми мы познакомились здесь, на Кипре. Мы женаты 15 лет вместе в браке, у нас 2 детей. И здесь мы познакомились, здесь мы поженились. В то время он тоже какое-то время в стройку инвестировал. И вот в таком вот это была точка соприкосновения. Вот. Он возглавляет уже 1,5 года эту клинику. Эта клиника здесь, в Кирени, в прибрежном курортном городе. В качестве поликлиники. Главная клиника, больница со всеми лабораториями и операционным находится в Никосии, в столице. Kolan British Hospital Kıbrıs'ta esas Türkiye
yatırımlı bir şirket. Türkiye'de 5 tane büyük Сеть hastanemiz var. клиник и больниц Колон – это турецкая инвестиция. Здесь, на Кипре, и в Турции и в Лондоне есть эти клиники. Одна из самых больших клиник здесь, частных клиник и больниц, с полностью оборудованием оснащенная клиника и больница, это вот Колон Бритиш, одна из самых больших здесь, на Кипре. Такой вопрос. Вы, наверное, когда познакомились, вы представляли, да, о стране, как Кыргызстан, какая она страна, женились наши соотечественницы на кыргызский, и вообще как вот, межнациональная семья, и, например, она хорошо готовит вам, например, блюда, да, как вы общий язык находите, у вас общие дети, и если поедете в Кыргызстан, хотели бы что увидеть там? Yaklaşık 15 yıldır evliyiz. Мы женаты, как сказал он, уже 15 лет. Культурной разницы, каких-то проблем мы не испытывали, потому что кипрская культура очень близка к кыргызской культуре, поэтому брак был между двумя равными культурами, поэтому у нас как-то очень вот все взаимопонимание легко пошло. Как-то всегда была взаимная поддержка у нас всегда, это тоже могу сказать. Вот. И насчет еды кыргызской, да, он говорит, я очень люблю кыргызский плов и манты, и это да, он очень любит. Дети у меня тоже кыргызский плов любят. В Кыргызстан поехать мы очень хотим. Мы даже когда жили в Германии, мы 7 лет там прожили, в одно время очень сильно собирались, планировали, каждый раз что-то выходило, и мы не смогли. Вот из-за короны последний раз именно не поехали. Вот. Но мы до сих пор все это планируем, мы до сих пор очень хотим поехать вместе с детьми. Про Кыргызстан я знаю, столица Бишкек, он сказал. Вот. Что там смотреть, я не знаю, но я уверена, что там очень много красивых мест. С детьми мы обязательно туда поедем. Дамира, когда человек долго находится за границей, многие наши соотечественники более становятся патриотичными, нежели чем мы в Кыргызстане живем, да? Это на самом деле так и есть. Я вот в многих странах был, и от них идет вот патриотизм, что творится в Кыргызстане, они интересуются новостями, да, как наши живут в Кыргызстане. Вот у меня такой вопрос. Когда скучаете по Кыргызстану, что вы делаете? Когда я скучаю по Кыргызстану, я смотрю фотографии в интернете. Конечно, мы говорим с сестрами, общаемся, у меня старшая в Штатах живет, младшая в Англии, мы все поразъехались с братиком. Вот. Мне очень нравится слушать музыку, кыргызские концерты. Знаете, вот старых советских времен, вот такие вот сольные артисты, мне очень нравятся. Как-то я в первое время, честно скажу, я в первое время очень сильно скучала, очень сильно переживала, следила за событиями в Бишкеке. Потом, видимо, сейчас вот мы вернулись сюда, очень редко получается возможность, не спеша, какой-то концерт послушать или что. Ну, я так вот вечером открою концерт, вот сижу просто и слушаю. Детям это, к сожалению, неинтересно. Да? Ну, я сама послушаю, да. Еще девочка у нас есть, Аяна, кыргызская, знаете, да? Да. Вот мне очень нравится ее слушать. Она такие хорошие кыргызча песни поет, мне очень это нравится. Вот. Ну, общаешься, конечно, с подругами, поддерживаешь какую-то связь. Но подруги тоже у меня все инфаковские, все поразъезжались. В Бишкеке, по-моему, уже там никого не осталось, не знаю, кто там. Все уехали, все мои подруги уехали. Вот. Ну да, скучаешь, конечно, следишь за событиями, понятно. Вот. Мы сейчас дадим вам свободный микрофон, вы можете свои пожелания, приветы отправить в Кыргызстан. Да? Да. Что мне сказать? Дорогие соотечественники, дорогие друзья, спасибо вот Доронбайке, Айбеку, что приехали в такой дальний путь снимать про кыргызов здесь, на Кипре. Очень приятно, что вы меня тоже в эту программу включили. Огромный привет всем дома, кто еще остался. Приезжайте в гости, если получится, отдохнуть здесь. Не обязательно покупать недвижимость, просто отдохнуть здесь. Люди, кто здесь расслабляются на Кипре, здесь очень хорошо. Куда я буйрса, я очень хочу поехать в Бишкек, детей повезти на историческую родину мамы. Вот. Так что может быть, еще и встретимся, надеюсь. Да.
Вот. И какие-то напутствия говорить, по-моему. Сейчас молодежь, они умнее нас, по-моему. Так что напутствия какие-то говорить как-то особо имеет ли смысла, нет, но ставьте цели и идите к ним вперед. Больше ничего, абсолютно. Уважаемая Дэми, мы из Кыргызстана специально для вас принесли такие подарки. Подарки от ручной работы от компании Джилдыз Максаталиева. Вот. Нукура нашими кыргызскими орнаментами. Это вам. Спасибо большое. Да, носите долго. Спасибо. И небольшие подарки от нашего YouTube-канала Door Life Media. Вот. Это Спасибо тоже вам. огромное, спасибо. Желаем вам успехов, удачи. Давайте покажем. Спасибо на участие в нашей передаче. И чтобы почаще смотрели наш телеканал. Обязательно и теперь про нас буду. не забывали. Обязательно. О, это прямо вообще, посмотрите.